Солнечный день и праздничное настроение для работников этого медучреждения сегодня особенный день. Теперь высококвалифицированную медицинскую помощь в этом живописном месте будут получать не только больные туберкулезом, но и другие пациенты с патологией легких. В новом республиканском центре фтизиопульмонологии, который еще недавно назывался противотуберкулезным диспансером, уже успешно борется с таким недугом, как онкология. Идея у нас, в принципе, возникла уже давно, но была некоторая нехватка медицинского оборудования, кадрового состава. И с временем при помощи руководства республики у нас получилось оснастить вот этот центр фтизиопульмонологии, обучить соответствующие кадры. И вот сегодня мы лицезреем момент, когда мы открываем фтизиопульмонологию. И я думаю, что не только мы, не только медицинское сообщество, но и все наши жители порадуются вот такому вот подарку. Этот день войдет в историю ингушского здравоохранения. Первые шаги на пути к освоению новых горизонтов в пульмонологии нашими врачами уже сделаны. А поздравить их на торжественное мероприятие приехали не только коллеги, но и представители общественности. Одним из первых успехов в работе медицинскому персоналу центра пожелал советник главы Ингушетии Зураб Маршан. Позвольте мне со всей душой от имени администрации главы Республики Ингушетия и от себя лично поздравить вас с этим замечательным открытием. Открытием этого центра, торакального центра, который позволит значительно изменить в сторону увеличения объема оказания медицинской помощи туберкулезным и не только туберкулезным пациентам. Самый волнительный и долгожданный момент оттягивать не стали. Перерезав красную ленточку, почетные гости вместе с врачами решили оценить условия, созданные для пациентов. Это же проходит диагностика и консервативное лечение больных с легочной патологией. После диагностирования. На диагноз 3, максимум 5 дней. У нас есть лаборатория, есть компьютерный томограф, рентген, все для больных. На протяжении нескольких лет ингушские фтизиатры трудятся бок о бок с доктором медицинских наук, профессором фтизиопульмонологии Дмитрием Гиллером. Каждое проведенное ими успешное оперативное вмешательство – результат длительной подготовки, теоретической и практической деятельности. Имя центру и результаты центра делают не только палаты, стены и оборудование. В первую очередь делают квалифицированные люди. Я потратил более 10 лет на подготовку тех хирургов, которые будут работать в этом центре. И я уверен в том, что они с поставленной задачей справятся. Несмотря на то, что официально Центр фтизиопульмонологии открылся только сейчас, работу в этом направлении здесь ведут уже больше года. Причем, если вначале врачи проводили операции на легкие только больным туберкулезом, то сейчас они успешно оперируют любых пациентов с легочной патологией. У нас появилась еще одна палата интенсивной терапии. Совместно это реанимационное отделение у нас на 6 коек. То есть мы разделили 2 палаты на больных послеоперационных туберкулезных больных и палата для больных с неспецифическими болезнями. Результаты успешного оперативного вмешательства налицо. Довольные пациенты делятся ощущениями после операции. Али Измайлов признается, буквально за пару дней улучшилось не только его здоровье, но и поменялось отношение к жизни. Давило на ребро. Пятнышко обнаружили, когда я сделал рентген. И вот с этого началось мое лечение. Есть шанс хорошо все прооперировать. Здесь и воздух чище, и стены родные. Уже второй год ингушские пациенты получают высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы республики. Несмотря на большой багаж знаний и огромную работу, проделанную по освоению новой отрасли здравоохранения, врачи-фтизиатры готовы покорять в этой сфере новые вершины. Результаты более чем положительные по сравнению со статистическими данными по России. Если сравнивать, да, то и пациенты есть благодарные, довольные, которые ушли от нас после операции, возвращаются на контрольное обследование. Многих встречаешь на улице, которых ничего не беспокоит, никаких проблем нету с легкими, живут они довольно-таки полноценной жизнью. Отныне стены этого учреждения будут посещать больные не только со всей республики, но и из других регионов. Поэтому вместе с открытием Центра фтизиопульмонологии у ингушских фтизиатров появились не только новые возможности, но и задачи, к решению которых каждый из медиков должен отнестись со всей ответственностью. Мадина Пугоева, Джамалил Тамасканов, Новости 24.